В эфире телеканала программа «Актуальное интервью». В студии работает Кристина Якупова. Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям республики при поддержке Фонда президентских грантов объявило конкурс на предоставление грантов главы на развитие гражданского общества в регионе на 2021 год. Общая сумма грантов более 100 миллионов рублей. Прием заявок начался 9 мая и продлится по 7 июня. Заявку можно отправить на портал grants.yakutia.click. Администратором конкурса является единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив республики. И сегодня гость студии генеральный директор данного центра Ольга Вешникова. Ольга Анатольевна, здравствуйте. Добрый день. Ваш центр является администратором уже второй год. Расскажите, пожалуйста, что изменилось в этом году? Ну, во-первых, я всех поздравляю с тем, что гранты главы Республики Саха-Якутия объявлены официально, действительно, 9 мая. И это уже наш второй опыт в администрировании этого конкурса. Да, действительно, есть различия. Я бы хотела сказать, что конкурс все более и более приближен к федеральному конкурсу Фонда президентских грантов. То есть используется единый портал, который вы назвали, используется единый пул экспертов. Единственное, в чем различие, что направление, увеличилось количество направлений. Их было 16 в прошлом году, в этом году целых 25. Внимательно смотрите свои уставы, уважаемые некоммерческие организации. И если вы соответствуете направлению, то вы уже, конечно, должны приступить к подаче заявки на конкурс. Еще, конечно, сумма грантов в прошлом году составляла более 56 миллионов рублей. В этом году при поддержке Фонда президентских грантов сумма увеличена более чем 103 миллиона рублей. Ну и еще, что могу сказать, что также могут подать социально ориентированные некоммерческие организации на конкурс, которые зарегистрированы именно в Республике Саха-Якутия, ведут свою деятельность на территории республики и делают все для того, чтобы улучшить качество жизни, участвовать в решении проблем и так далее. А вообще некоммерческие организации у нас занимаются практически во всех сферах жизнедеятельности нашего общества. А как будет проходить конкурс? Конкурс, и это очень здорово, что в эпоху пандемии, в прошлом году конкурс проходил онлайн. Все заявки собирались на интерфейсе grants.yakutia.click, и в этом году также продолжается эта история, и опыт достаточно положительный, потому что по сравнению с другими регионами на Дальнем Востоке мы единственные, кто сделал конкурс онлайн, да, я имею в виду Республику Саха-Якутия, и все условия практически такие же, как в прошлом году. Единственное, документооборот будет минимизирован, и нужно будет прикрепить только свой устав в PDF, и если необходима доверенность, то доверенность на представление лица в качестве руководителя. А все, в прошлом году необходимы были справки, их было очень сложно вообще достать, прикрепить и так далее. Поэтому я считаю, что процедура конкурса, она упрощена. А кто может принять участие в конкурсе и по каким направлениям? Ну, как я уже сказала, это социально ориентированные некоммерческие организации, которые зарегистрированы на территории республики. Направление 25, они расширены. И в этом году, мне кажется, такой упор делается на поддержку молодежных проектов, на поддержку проектов сельских поселений. Есть направление поддержки территориальных общественных самоуправлений по многочисленным просьбам, которые были в прошлом году. Есть направление, кстати, достаточно интересная поддержка журналистики и блогерства, что очень актуально. Еще хочу сказать, что добавилось новое направление — информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. К тем, которые были в прошлом году, это различные направления в области образования, науки, культуры, поддержки людей в трудной жизненной ситуации. Кстати, в направлении соцзащиты появилась такая новая тема, как предоставление социальной услуги по предоставлению временного жилья людям, попавшим в кризисную ситуацию. Это тоже очень актуально на сегодняшний день. Ольга Анатольевна, а как нужно правильно оформить заявку и какие документы нужно предоставить?
Вот, наверное, в рамках актуального интервью очень сложно мне сейчас вообще раскрыть эту технологию. Я считаю, социальное проектирование – это именно технологии, которые нужно обучиться. И поэтому я советую обратиться на сайт Единого ресурсного центра, YouTube-канал. Уже записано 2 вебинара, и 20 мая в 15:00 мы онлайн в Инстаграме, в Ютубе выходим в эфир именно с темой, как правильно заполнить заявку и структурировать свой проект для того, чтобы выиграть в конкурсе грантов главы Республики Саха-Якутия. И здесь, конечно, есть нюансы. И нужно следовать тем правилам и положениям конкурса, которые размещены на том же портале, который вы говорили, и на портале Министерства по делам молодежи в том числе. Но проектирование, самое главное, лидеру некоммерческой организации вычленить актуальную проблему, поставить четко цели, задачи, понять, с кем он будет выполнять этот проект, какие ресурсы необходимы, какой спектр мероприятий необходимо выполнить, чтобы достичь качественных и количественных результатов. И я надеюсь, что наши проекты Республики Саха-Якутия, они будут более качественные, структурированы для того, чтобы достигнуть действительно эффективности на той территории, где мы живем, для решения каких-то проблем, для оказания помощи, а может быть даже содействовать улучшению качества жизни населения. Почему бы и нет? А сколько всего некоммерческих организаций в республике? И как, например, новичкам, то есть правильно подать документы, найти какую-то информацию? Да, у нас республика достаточно, я бы хотела сказать, такая плодовитая на появление новых некоммерческих организаций. И у нас есть достаточно успешные такие мастодонты, которым 25 и 30 лет. Да? Но некоммерческих организаций на декабрь прошлого года было 2247. И мы все очень разные и по возрасту, и по направлению деятельности, и по своим различным ресурсам, которые используем в своем проектировании, в своей деятельности. И, конечно, я бы хотела посоветовать обращаться в ресурсные центры, в том числе в наш единый ресурсный центр. Вы можете, опять же, через наш портал зарегистрироваться и абсолютно бесплатно получить консультацию. И как создать НКО, и как разработать проект, и как развивать свою некоммерческую организацию. Эти услуги мы оказываем бесплатно. И, конечно, следить за нашим порталом, потому что у нас более 60 вебинаров и в Ютубе, на портале размещены специально для наших уважаемых некоммерческих организаций. А будут ли проводиться консультации, в каком формате они будут проходить? Да, сейчас, к сожалению, в связи с ситуацией с коронавирусом мы перевели всю нашу деятельность в онлайн-режим, и все это делается через портал достаточно просто. Еще есть карта гражданских инициатив, кстати, где вы можете разместить свой уже успешный проект, или если вы ищете ресурсы. И консультирование также через портал вы можете к любому из наших 8 специалистов записаться и получить консультацию. По телефону, онлайн, но также у нас есть запросы от министерств, от глав районов, от глав поселений. И мы эти запросы тоже удовлетворяем и идем навстречу, конечно. Особенно сейчас. Времени осталось у нас немного. А как сейчас реализуются проекты, получившие грант главы республики? Те, так скажем, некоммерческие организации, которым повезло стать победителями конкурса грантов главы прошлого года, они сейчас заканчивают, кто-то уже завершил свои проекты, кто-то заканчивает до конца августа, они должны отправить свои отчеты в уполномоченный орган Министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям. И вот уже по результатам отчетов мы узнаем, насколько эффективны были использованы средства грантов главы, насколько успешны были реализованы проекты, и все ли смогли сделать то, что планировали, потому что нам, в наши планы вмешался коронавирус, конечно, и все вытекающие отсюда последствия. А в каких областях наиболее эффективно работают некоммерческие организации в нашей республике?
Вы знаете, и у нас есть уникальные НКО, такие лидеры, которые вышли даже за пределы республики и могут делиться своим опытом и для других регионов. И это и сфера экологии, образования, науки. Но я хочу сказать, что сейчас набирает обороты, мне очень нравится, как наши молодежные проекты, детское движение развивается, да? Как показал коронавирус, волонтерские объединения, движения, организации, они просто необходимы на местах. И еще у нас достаточно развивается сфера услуг, и оказание услуг в социальной сфере, некоммерческие организации тоже начинают все больше и больше. Около 77 организаций у нас предоставляют услуги в социальной сфере, и это тоже неплохо. Есть организации, которые достаточно успешно оказывают услуги людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию или порой даже в кризисную. И это тоже, как показала практика, очень востребовано. Но есть организации, которые как клубы объединяются для общества любителей животных, например, книголюбы, писатели, ассоциации. И это тоже нормально, это здорово, объединение по интересам. Это всегда было, это нас развивает и ведет вперед. А некоммерческие организации могут ли зарабатывать? Да, мы не занимаемся предпринимательской деятельностью, но абсолютно по законодательству нам не запрещено заниматься деятельностью, которая приносит доход в рамках нашей уставной деятельности. Да? И мы, конечно, этим отличаемся от коммерческих организаций, но вышеперечисленные организации, которые оказывают услуги, допустим, частные детские сады, частные школы, частные пансионаты для престарелых, для людей с инвалидностью, они могут оказывать как платные, так частично платные и бесплатные услуги. А перед кем отчитываются некоммерческие организации? Мы абсолютно так же, как коммерческие, отчитываемся, организации отчитываемся перед всеми, так скажем, налоговая, ФСС, пенсионные, да, сферы. Но в том числе у нас есть такая отчетность, которую мы предоставляем управлению Минюста по республике Саха-Якутия. А если мы пишем гранты, участвуем в различных конкурсах, то, конечно, перед грантооператорами у нас тоже есть своего рода отчетность в рамках договора и соглашения, которые мы подписываем. Ольга Анатольевна, спасибо, что ответили на наши вопросы. А я напомню, гостем сегодняшней программы была Ольга Вешникова, генеральный директор Единого ресурсного центра поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и гражданских инициатив республики.